Здравствуйте, друзья! Ну что ж, час от часу не легче обсуитам. В августе этого года специалисты американского Хадсонского университета Лу Кофи и Кан Касапоглу определили самые важные военные объекты Российской Федерации, которые должны быть поражены украинцами. Хадсонский институт – это исследовательская организация, продвигающая лидерство США в обеспечении безопасного, свободного и процветающего будущего. Основанный в 1961 году стратегом Германом Каном, институт Хадсона бросает вызов традиционному мышлению и помогает управлять стратегическими переходами в будущее посредством междисциплинарных исследований в области обороны, международных отношений, экономики, энергетики, технологий, культуры и права. Это крупный американский аналитический институт, к мнению которого прислушиваются. Итак, вы спросите, наверное, а при чем тут АПСУА? Одним из приоритетных российских целей, по которому должны ударить украинцы, Хадсонский институт выделил военную базу в Очамчире. Вот, пожалуйста, пункт 6 читаем. В связи с успешными ударами Украины по Черноморскому флоту в оккупированном Крыму, Москва перебазирует часть своего флота в более отдаленные порты. Одна из новых военно-морских баз, строительство которой Россия начала в прошлом году, будет расположена в Очамчире в Абхазии, в оккупированном россиянами регионе Грузии. По словам де-факто президента Абхазии Бадры Гумба, Россия планирует открыть здесь базу поддержки для своего Черноморского флота. Расположение базы уязвимо из-за относительно плоского и открытого побережья вокруг Очамчиры, которое не имеет естественных защитных барьеров. Кроме того, спутниковые снимки не показывают наличие укрепленных укрытий, крытых хранилищ или развернутых систем противовоздушной обороны, что делает объект уязвимым для воздушного наблюдения и потенциальных ударов. Ну, тут дальше много чего можно прочитать, друзья мои. Кому интересно, то может поставить на паузу видео и прочитать. Ну что же, абсуиты, что будем делать, ура? Ведь для украинцев это не просто какая-то залетная статейка. Это прямой карт-бланш, руководство к действию. Вы так рвали себе жопу за русских, так рвали себе жопу за российские паспорта, так восхваляли Путина и поддерживали СВО. Ну вот, получите и распишитесь, СВО пришла к вам домой. За что боролись, аджмакусы, на то вы и напоролись. Что вы противопоставите украинцам, когда они въебут по Очамчире? Снова начнете рассказывать сказки о том, как вы якобы вилами сбивали, но уже не грузинские танки, а украинские беспилотники? О том, как вы типа храбро сражались? Нет, в эти сказки уже, друзья мои, никто не поверит. Так что будем делать, аджмакусы? Как будете спасаться? Походу, вариант у вас только один. Это вернуться к грузинам, попросить прощения за устроенный вами беспредел и военные преступления и обратно попроситься в состав Грузии. Ну, либо жить, а точнее помирать под украинскими бомбежками. И скажу сразу, аджмакусы, ответку дать украинцам вы не сможете. У вас кишка тонка и нет просто таких возможностей. Украинцы будут вас ебать, а русские вас не защитят. Так что думайте, аджмакусы, думайте.